Всем привет, ребят. 5 ноября. Еле-еле кое-как с горем пополам перешел речку. Перейти-то нормально. А вот возле берега уже лед такой, оказывается, такой крепкий. Хотел топор взять, не взял. Пожалел. Пожалел, что не взял. Я думал, лодкой поднимусь, он просто сломается. А лед оказался, блядь, вообще толстый. Не ломается и, не знаю, выдержит, нет потом человеческий вес. Лед боюсь, на лед боюсь вставать. Но одним словом, я на другом берегу села. Сегодня будет ходовая охота, очередной выход в тайгу. Буду ходить именно, как сказать, по дороге. Не по тайге, а по дороге. Взял с собой оружие Север. Все как будет, буду снимать и вам показывать. Приятного вам просмотра. Сейчас немножко отдышусь и пойдем. Фу, блин. Тяжелый переход. Там за лодкой уже с утра приехали. Я на будни Олега рассказывал. Там казанка лежит. Я вчера поснимал. Видно, хозяева лодки посмотрели видео. И с утра уже сегодня сейчас будут вытаскивать на машине эту лодку. Да. Все обледенело сразу же моментально лодка. Пришлось выше подняться. Потому что где я оставляю лодку обычно, там вообще лед широкий от берега. Видно, только перевернули лодку, не вытащили. А может развернуться и дальше дернуть. Это до начала, конечно, сегодня. Все, добрался до тропинки. Здесь лежала лодка, кто-то перешел.
Ну, пошли, короче. Отошел буквально 20 метров от реки. Увидел первые следы. Сегодня утром или ночью тут лиса прошла. Ну и наоборот, в другую сторону белка. Живая природа прямо здесь. Смотрите, как все изменилось. Сегодня ветрено, между прочим. Хотя погода показывала штиль. Все шуршит как-то. Как гнет деревья. Еще снега нету, а ну смотрите как. Как по туннелю идешь. Ух ты. Нормально. Снег со льдом. Смотрите, придется здесь все прорубать. Дополнительно еще для покатушек на снегоходе. Смотрите, всю тропинку завалило. Это да. Красота, ребят. Тут смотрите. Следы интересные, покрупнее какие-то. Или просто лиса так пробежал. След крупный, между прочим. Я бы не сказал, что вот это лисья-то. Лисий след. Почти как моя ладонь. Один маленький след, а другой вообще крупный. Короче, иду потихоньку. Может, этих зверей еще встретим сегодня. Я уже иду по сосновому бору. Всю осень я вам снимал здесь видео про сбор грибов. Немножко под ногами, конечно, шум есть. Даже не немножко, а шумит. Тут даже хорошо видно. Вот моя ладонь. Примерно диаметр. Ну, диаметр где-то 8 сантиметров. От кончика этих, от начала до конца. Где-то 8 сантиметров. Очень даже след похож на волчий. Тут, как видно, тоже крупные шаги такие большие. А здесь вот это мелкие, они о лисы. Не, какой-то зверь покрупнее тут пробежал. Я подозреваю, что это волк. Никак остыть не могу. Оделся так для ходовой охоты. Не так сильно. Не так тепло, имею в виду. Суконка, там пиджак, кофта тоненькая. Но на улице ветрено, и чтобы в одном пиджаке ходить, замерзнешь. Бля, какие следы интересные. Даже не одна, а там пару штук их. След бегут. Думаю, даже 2 волка тут пробежали. Свежие сегодняшние. Вот они, ребят. Крупные следы. Вон туда идут по пути. Одним словом, пока тут переходил речку, я, во-первых, вспотел. Во-вторых, у меня перчатки уже сырые. В-третьих, я забыл шумозащиту на микрофон, на видеокамеру. Да, извините за звук, если что. Но буду идти. В общем, если где-то что-то будет интересное, также буду включаться, что-то показать, поснимать. У нас в планах сегодня хоть одного рябчика увидеть.
А добыть получится, нет, это уже посмотрим. Самое главное, чтобы посмотреть, увидеть, кто-то есть, нету в этих лесах. Тут всю осень уже на машинах ездили, долбили и все подряд. Иду с той стороны, вот по следам волчьим, и он тут или лежал этот волк, или просто сидели. Не знаю, чего тут делали. Вот тут Лёшка. И следы вот пришли вроде два, и в ту сторону также идет. Или один, что-то непонятно. Но след идут. Туда и обратно вроде как. Или уже где-то свернули, но следы в разные стороны были. А вот здесь вот лиса прошла, видно. Да. Оттуда пришли, оттуда ушел. Короче, не по пути, вправо повернули. Повернули и здесь вот тоже. Вот он след. Короче, шныряет. Отчетливо видно вот. Напишите, чьи следы. Следы крупные, шаги крупные. Подозрение еще так у меня на волка, как ни крути. Если б собака, рядом следы человека должна быть. Вот бы встретиться с волком, интересно. Блин, ни разу еще в живых не видел. Очень хочу добыть матерого. Не знаю, получится, нет. Никак не могу успокоиться насчет этих следов. Вот еще на льду они. Трещит лед. Смотрите, вот след. И вот посчитайте, здесь, наверное, 2 или 3 штуки. Вот здесь немножко в разброс они прошли. А там уже по снегу они вслед идут. Прямо в одну, как сказать, ступают в сторону вообще на сантиметр. Не отходят от следа. Осторожные. Но они идут в сторону села. Так что будут хулиганить там. Собак дергать. Надо ночную охоту организовать. Все засыпает. Все подо льдом, скоро уже будет. Тут еще открыто. Течет. Журчит ручей. В общем, когда собирал грибы, здесь пару рябчиков было. Сейчас они куда-то переход сделали или еще, может, где-то спрятались, может, на земле где-то, кто их знает. Но факт, что возле дороги вообще ничего нету пока. Ну, в планах у меня 20 километров пройти, не знаю. Если не надоест, пройду. Если ничего нету, просто где-нибудь развернусь и обратно. Хоть бы на несколько километров одну дичь увидеть, и то ладно. Интересно было бы. Да. Все пушнина бегает. Вот волки, вот лиса. Вон они. Разница какая. След. Вот. И вот. Ей. Крупняк такой мощь. Мощный зверь. Ага. 2 штуки. Минимум 2. Может и 3. Но, наверное, я думаю 2. Да, 2 штуки тут. Фу-ху-ху. Вот это след, конечно. Хищники, блин. Так красиво, смотрите. Воздух свежий. Все морозный воздух. Минус 7 градусов сегодня. Снега еще немного, вот так.
идти не тяжело. Ого, здесь смотрите, как затопило. Кто-то мостик делал осенью, и выше моста вода уже идет. Ну, кто на мотоцикле ездит, вот те сделали здесь такой переход. Всю осень тут ходили, мы ездили. Очень много воды все залило. Я и смотрю, или из-за того, что дичи нету, или из-за того, что вот такие вот лужи сейчас еще не замерзли. Берегут машины, чтобы не обледенело, вот, колеса и все. Ну, в общем, следов езды тут давненько уже никто не ездил. Ну, тут уже и там дальше еще один будет. 2 палки взял. У меня это двунога для стрельбы. Может, зря таскаю, может, никого и не увидим. Посмотрим. Да тут вообще, ребят, наводнение. Смотрите, все затопило. Здесь переход непонятный, где он. А, вон доска есть. Скажу вам, переход тут так себе. Блядь. В первую минуту, конечно, блюхнуться и чтобы... Вот, видите, он хорош. Палка хороша. Он, смотрите, перешел, помогает. Так, вытряхнуть вот деревья для упора, скажем, если где-то равновесие потеряешь, ну просто упор вместо палкой. Пожилые люди всегда с палками. Вот и для молодых тоже этот упор не помешает. Так, что-то везде затопило капитально. Не видел никогда, чтобы оттуда вода шла. Нормально. Или может поэтому здесь лесопункт еще настил делал здесь. Где-то ключно она выходит вода. Ну вот следы куницы, первые следы. Ночью тут пробежала, но она не такие. Котяра. Туда. Белок очень много, но ради следов куницы-то включился. Старые, свежие следы белок очень много. Кому интересно, вот, скажем, охота на белок, сейчас с удовольствием можно вот тут побродить с собакой и настрелять белок. Это тоже охота, считай. Удовольствие, во-первых, от охоты. Ну и в то же время где-то 60 рублей шкурка. Многие этим занимаются. Но у нас нет. У нас как-то считаю, что это невыгодно. Интереса нету к этой охоте. И я тоже тулана приучивать к охоте на белок не стану. Вот куничка. Это уже чуть-чуть, как сказать, под снегом, а там свежие на повороте. Туда-сюда, короче, бегает. Если приучить собаку, скажем, я тулана, вот, одну белку из-под него выстрелю, там, буду добывать, там, еще вторую, третью. Но он просто автоматом переключится на белку, и он войдет в азарт. И, знаете, вместо охоты на глухаря будет охота на белок. Пусть лает он куниц, пусть лает боровую птицу, кроме рябчиков. Рябчиков тоже не для собаки птица. Ну и зверей, любых мастей, там, видов. Без проблем, пускай лает, будем добывать. А белка и рябчик это не для тулана, он нам не нужен. Для рябчика есть свисток, манок, ходовая охота без собаки.
А включаюсь я, ребят, на секунду, не могу выключиться. Я-моё. Интересно же вот вам показать, где я хожу. Смотрите, как красиво. Вон рябчик. Промахнулся. Блядь, неудобно вообще. Не знаю, что-то выше она пошла. Я думал, вот этот гнутое дерево, это выше пуля у меня прошла. Боялся, что в это гнутое дерево попаду. И взял чуть-чуть выше, я думаю, в голову куда-то попадет. Короче, промах. Вот такие дела. Хотел вам поснимать, и ни себе, ни вам получилось. Я не добыл рябчика, во-первых, вам не заснял хороший кадр. Я просто не успел на голову одеть камеру. И вот этот, ну, может, на 2 метра хотя бы назад, если я, или 1,5 метра назад пошел, там преграды бы не было. Ну, так получилось, что поделаешь. Первый промах. Вот этот гнутое дерево, как бы птица за этим деревом была. И я только видел, туловище вот за этой палкой было. Пуля выше пошла потом. Сейчас, конечно, его не увидишь. Перелетел. Я даже не понял, откуда он взлетел. Куда-то в эту сторону он прилетел. Ладно, не буду заморачиваться, искать бесполезно его. Идем. Ну, значит, есть реально возможность какую-то птицу увидеть. Наверное, на земле уже там кормился. Вот так болтаешь и пропускаешь. Если бы не болтал, я, может, потихоньку надел камеру, когда он взлетел, и спокойно выстрелил. Что за шум? Блин, деревья сегодня капец как шумят. Здесь, смотрите, сколько всего тут. Следы куницы, следы белок свежих. Здесь куница живет одна. 100 пудов. Капкан поставить, сразу залетит. Посмотрел, короче, на шагометр. Ну, там трек поставил. Одним словом, шаги считает и также считает, сколько километров прошел. Вот до этого рябчика прошел я 3 километра 600 с лишним метров. На 4 километра один рябчик, одна птица. Вот и удовольствие охоты. Течет ручей, там болотень. Но сегодня я чисто по дороге буду ходить. Сколько смогу, тут столько и пройду. И обратно тоже по этой дороге буду возвращаться. Никуда. Ну, может, какой-то Волок зайду там, где вот вырубки или еще где-то интересно. А что планово где-то маршрут выбрать и круг? Нет. И эта дорога идет с правой стороны болото, блин, бесконечное. С левой стороны река. Я лучше посередине так поброжу. Вот оттуда перешел рябчик. Вот здесь в ту сторону я там немножко взлетел, потом опять сел. Где-то он тут кормится. В общем, здесь пройдусь лесом.
Может где-то и спорхнет там, увижу. Здесь ходила. А отсюда уже взлетела. Ищи Свищеева. Мне бесполезно искать, ребят. Тайга большая, может он взлетел и к речке полетел. Но я его не увидел. Может на обратном пути выйдет на дорогу. Будем надеяться. Из земли поднялись два рябчика. На земле были. Найти бы еще. Один перелетел. Он второй. Вот и все, вся охота. Не увидел. Если бы на березу щели, другое дело. На сосне не увидел. Куда-то оттуда улетели по пути, в принципе. Надеюсь, ребят, видели рябчиков. И я здесь, вот они здесь сидели, и я именно на крайней точке нахожусь, куда я самое максимальное в этом году ходил за грибами. До сюда сейчас скажу. 5 километров 140 метров. До сюда. Такие дела. Ну вот в таком месте очень тяжело сейчас их найти. Сейчас со снегом они даже как-то сливаются. Расцветка у них. Маскировка очень хорошая. Понятное дело, если они, вот, скажем, перелетели на березу, вот сюда сели. Я мог бы, может быть, даже и увидеть. Вот следы их нет. Вот. Ну вот там они кормились, видите, под этими деревьями. Прям вертикально они поднялись. Вот. Даже 3 штуки их здесь. Значит, 2 с этой стороны улетели. И 1 там еще. Звук крыла я слышал. Ну, я даже и думаю... Вон. Сел он куда-то. Из одного дерева на другое перелетает. Вон. Поздно замечаю. Просто нереально там заметить. Вот, видите? Да тут их минимум 4 штуки. Оказывается. Короче говоря, один, а вон еще один. Видели, там, оказывается, сидел. Не вижу я их, просто не увижу. Так полукругом обошел, чтобы они в сторону дороги вышли. Но 2 штуки я видел, в ту сторону по пути улетели. Просто нереально увидеть их. Я не удивлюсь, если еще один выскочит отсюда. Потому что штук 4-5 их тут было. Маскируется капец. Не вижу. Это не то, что, скажем, когда на березах они сидят, издалека увидишь. Ну и ладно, пойдем. Пока не везет ни хрена. Свежие следы белки.
Ну вот, снова на дорогу вышел. Сейчас там вырубки начнутся. Интереснее будет. Рябчики они такие. Скажем, если косачей поднимешь так от человека, они улетают. Бывает далеко улетают, но стараются садиться на вершинки. Сосны, елки, берез без разницы. А вот эти малыши, они, короче, стараются побыстрее спрятаться. Кроме деревья или как там. Глубоко нет потом здесь. Ой, бойся, чтобы... Вот видишь, что не так мелко. Ой, блядь. Там, наверное, какая-то тропинка там. Через мостик пойду. Не буду рисковать. Какой-то мостик вроде есть. Вот следы рябчика. Они тут есть. И чуть-чуть. Скажу вам, ребят, чуть-чуть рано еще. Снега мало. Хотя бы еще на 10 сантиметров больше, если будет. У них корм. Основной корм будет на деревьях. А сейчас они еще по земле бегают, смотрите. Ищут там бруснику, чернику. И в общем, все подряд там питаются. Прохожу первую вырубку. Никого не увидел. Хоть более-менее тут издалека можно что-либо посмотреть. Но на деревьях никто не сидит. Вон с обеих сторон дороги такая небольшая выруба. Тишина пока. Отсюда взлетел рябчик, и вон туда, на землю сел. Там по земле пролетел там.
подранил. Удобно сел как-то, блин. Зацепил я его. Догоним сейчас. Крыло, видать, зацепило. Да. Шустро бегает. Смотрите, как быстро убегает. Просто не успеваю. Долгожданный рябчик, ребят, вот смотрите. Самец. Вот не обманывай, самец. Как дело было, я шел, и он просто взлетел и на посадку по земле так пролетел, ну, недалеко. И сперва я увидел, но не стал стрелять, думаю, там просто веточка или птица, оказывается, там он сидел. И снова поднялся и пролетел немножко. И тут уже я вообще в упор подошел. И самое главное, он на меня внимания не обращал. Он просто кормился там. Голова спущена была, ходит так, тыры-пыры. И я выстрелил. Так неудобно сел как-то. На рогатине. Но думал, я в туловище попаду. А как-то вот задело только вот плечевую часть. Плечо. Даже возле туловища вот там прошла пуля. Как так может быть? Я видел, как будто с головой налево было, а пуля у меня получилась. Вот да. Вот так, в принципе, вот с другой стороны я стрелял, а пуля вот здесь задела, вот тут. Ну вот здесь, прям плечевую часть. Вот. Ну, если наша птица, он, знаешь, вот как привязанная сидит и ждет, когда Олег выстрелит. А вон там, вот сегодня один промах был, других я не увидел. С добычей, что еще добавить? Первая птица, добыча наша. Где-нибудь я здесь оставлю, его таскать в рюкзак и не стану, потому что по этой дороге я буду возвращаться. Волчьи следы чисто с востока иду, шуруют. Я по ихнему следу наоборот иду. Ну, в общем, класс. Начнем с малого. Первый рябчик есть. Вот так здесь оставлю. На видном месте. Надеюсь, куница не успеет сожрать. Все. Идем дальше. Опа. Он там прошел, потом по колее, и отсюда был выстрел. Недалеко. Буквально там 25 метров. А хотя тут, смотрите, вон там рябчик у меня висит. А здесь уже куница прошла. Конкуренты. Зайчишка даже есть. Пусть за зайцем бегает. А мою добычу пусть не трогает. Веревки нету, чтобы нормально повесить где-нибудь. Приходится так оставлять.